зрители канала Марко Фильм Продакшн. В эфире очередной выпуск рубрики «Кавказский акцент». Я, Лачим Мамишев, из города Берн, Швейцария. Приветствую вас всех. Перед тем, как пригласить в эфир нашего гостя, всех прошу во имя нашего Кавказа поделитесь и ставьте лайки. Сегодняшний наш гость председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, бригадный генерал, легендарный Ахмат Закаев. Здравствуйте, уважаемый Ахмат, я вас приветствую в нашем эфире. Здравствуйте, дорогой Лачин, здравствуйте, наши слушатели, зрители, всех вас приветствую и желаю вам всего доброго, всего наилучшего. Значит, Ахмат, я недавно прочитал в Чечен-пресс новые постановления Чеченской Республики Ичкерия, правительства Чеченской Республики Ичкерия о создании военного трибунала. Значит, я сейчас буду это продемонстрировать зрителям, чтобы видели. Значит, это постановление вашего правительства об учреждении Национального трибунала по военным преступлениям в Чеченской Республике Ичкерия. Что это постановление из себя представляет? И я бы хотел, чтобы вы прокомментировали это постановление в целом. Спасибо, очень спасибо. Я бы хотел рассказать немного предысторию всего этого, если вы мне позволите. Конечно, конечно. Дело в том, что этот трибунал на самом деле должен был быть учрежден еще после Первой войны. Что произошло? После Первой войны на самом деле наблюдатели, которые следили за событиями в Чечне и во время войны, и послевоенный период, и делают какие-то замечания, что какие ошибки допустило наше правительство или наше руководство. Я считаю, одной из основных ошибок, которая была допущена нами и руководством Чеченской Республики Ичкерия, и в целом чеченским обществом и чеченским народом, это то, что мы тогда пошли на поводу русских относительно результатов первой военной кампании. Что я имею в виду? Россия совершила агрессию в 1994 году против суверенного, независимого чеченского государства. Да, наше государство не было Россией, хотя само государство было признано, но у нас не были установлены никакие отношения, дипломатические отношения, не были определены взаимоотношения с Россией и Чечней. Грузия, наше соседнее государство, признала нашу независимость, и мы был запущен процесс установления дипломатических отношений. Там война и те события немного это дело осложнили и отсрочили. Я почему вспоминаю это в связи с национальным трибуналом, который мы сегодня учредили. И что я имею в виду, когда я говорю о том, что мы пошли на поводу у русских. То есть по результатам войны. Мы были абсолютно жертвой этой войны. Более 100 тысяч человеческих жизней, разрушенные целые города, и с лица земли были стерты несколько десятков населенных пунктов. Искалеченные, без вести пропавшие. Вся экономическая инфраструктура была разрушена до основания. И в этой ситуации нас представили всему миру как победителей в этой войне. И мы, к большому сожалению, приняли это. Что мы победители и что мы победили. Цена этой победы. Да, мы противостояли. Да, мы продолжили сопротивление
и русские были вынуждены вывести свои войска. Проиграли они в этой войне? Какой урон, какой ущерб мы нанесли Чеченская республика Ичкерия, которая вела войну с Россией, этому государству материально, экономически, физически. Кроме вот тех акций, которые было совершено на территории России, да, мы говорили о переносе военных действий на территории России, но близлежащие населенные пункты это были в принципе наши братские народы, все. Да. И мы не могли себе позволить, несмотря на то, что эти народы находятся под юрисдикцией России, проводить там какие-то войсковые операции и создавать проблему для центра. Потому что это были братские народы. В этом отношении мы были ограничены в наших действиях. И Россия беспощадно уничтожала наши населенные пункты и наше население. Они совершили страшнейшие преступления. Преступления, которые квалифицируются как преступления против человечности, без срока давности. Да. И в этой ситуации, Лачин, мы действительно приняли и повели себя так, как мы были победителями. То есть, что я имею в виду? Мы с этого времени должны были кричать на весь мир, что мы жертвы. Россия совершила с нами, совершив агрессию против нас и совершили вот эти преступления. Но очередной раз русские просто нас обманули. Они повели себя так, как будто, что до 2000 года будут определены взаимоотношения на основе принципов и норм международного права. И эти отношения были определены подписанием договора о мире 12 мая 1997 года. Практически Россия признала независимость и заверила весь мир, что в дальнейшем наши отношения будут строиться именно на общепризнанных принципах и нормах международного права. И в этой ситуации руководство Чеченской Республики сочло как бы с моральной стороны невозможным начать вот эти процессы, привлекать к ответственности за эти преступления и российское руководство, и тех, кто совершили эти преступления, потому что мы рассчитывали на мир и на мирное сосуществование. И в этой ситуации вот этот вопрос учреждения национального трибунала по этим преступлениям как бы был отложен. И в последующем и население, и сами участники войны действительно восприняли все, что произошло, как победу. И нам это внушили и журналисты, и весь окружающий мир, и все. И в принципе, в первую очередь, и русские. Но я считаю, моя позиция в этом вопросе изначально была такой, что мы не должны предстать перед миром победителями. Что мы должны оставаться в роли жертвы, которой мы и являлись на самом деле. И в этой ситуации, конечно, нам необходимо было бы и создавать трибуналы. Общественный трибунал, да, российские правозащитники, общественные деятели на самом деле учредили общественный трибунал по Чечне и начали проводить свое расследование. Но они стали изгоями, и российские спецслужбы сделали все, чтобы заблокировать их работу. Да, Конституционный суд начал рассматривать вопрос о конституционности действий России и российского президента с началом военных действий. Но это были внутренние российские разборки. Они выясняли между собой, это было законно или незаконно при проведении какой-то операции задействовать на своей собственной территории, задействовать вооруженные силы помимо внутренних войск. Вот этот вопрос рассматривался. А саму суть этой проблемы, что были совершены преступления, военные преступления, 100 тысяч лишним жертв среди гражданского населения, об этом не затрагивалось. И мы в этой ситуации как бы не стали инициировать вот эти процессы, которые могли бы выйти на международный уровень. Хотя, естественно, это уже с годами я понимаю, что если бы даже мы тогда это начали, нам бы ничего не удалось бы сделать, потому что в то время и в тот период в основном создание международного трибунала или военного трибунала по таким преступлениям решалось только через Совет Безопасности. Ассамблея Организации Объединенных Наций
Сначала проходит этот вопрос там, в последующем этот вопрос попадает в Совет Безопасности. А в Совет Безопасности Россия присутствует. И, естественно, она наложила бы вето на любые инициативы Совета Безопасности. Это уже мы сейчас понимаем. Но сам процесс мы должны были запустить еще тогда. И теперь я уже возвращаюсь, продолжу ваш вопрос, отвечу на ваш вопрос. Что произошло вот в эти годы с началом Второй военной кампании? Мы дважды добились того, что в Организации Объединенных Наций на Ассамблее рассматривался чеченский вопрос о создании независимой комиссии для проведения независимого расследования по этим преступлениям. И оба раза на уровне Ассамблеи этот вопрос был заблокирован Россией. Потому что все те страны, которые участвовали в голосовании, они имели хорошие отношения с Россией. И, естественно, я думаю, что был даже чистый подкуп, да, вот этих стран и государств. И они проголосовали против. Самым впечатляющим, конечно, было это 2004 год. Да, 2004 год, когда второй раз Ассамблея, Европейский Союз инициировала рассмотрение вопроса на Ассамблее. Ассамблея проголосовала против того, чтобы просто даже осудить Россию за действия, которые она совершает в Чечне. И когда этот вопрос был заблокирован, в зале этой ассамблеи были бурные аплодисменты. То есть Россия добилась того, что она убивала чеченцев под бурные аплодисменты международного сообщества. И, конечно, вот эта вседозволенность делать все, что угодно определенной части Европы, Чечня являлась частью Европы, безусловно, несмотря ни какой политический статус. Россия решила себе позволить это делать и в других уже регионах. И в Грузии, и в Украине. И теперь уже представляет угрозу для самой, на самом деле, и Запада, и Восточной Европы, и Западной Европы. Это отдельная тема. Мы что смогли сделать в этой ситуации? Мы продолжили отстаивать наше право на жизнь, апеллируя к международным нормативным актам. В 2004 году я был назначен председателем Государственной комиссии по расследованию этих преступлений, совершенных в Чечне. Была создана комиссия. И с этого времени, в принципе, мы работали. А 2007-2008 года мы уже практически собрали достаточно материалов для передачи в Международный уголовный суд. То есть ситуация тоже изменилась после этого времени, пока шла война и пока шло убийство чеченцев. Был учрежден так называемый Международный уголовный суд. И с этого времени такого рода вопросы должны были рассматриваться уже, минуя Организацию Объединенных Наций в Гаагском Гаагском трибунале, то есть в Международном уголовном суде. Но что за принцип этого суда? Это страны, которые подписались под этим, завизировали и признали юрисдикцию этого суда. Американцы, Соединенные Штаты Америки с самого начала отказались подписывать этот документ. Россия подписала этот документ, но там есть процедура. После подписания Россия еще должна была ратифицировать этот документ в Государственной Думе и в Совете Федерации. Вот этот процесс русские заблокировали. Точно, извиняюсь, точно так же, как межправительственный договор между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией, подписанный, о котором вы говорили, 12 мая 1997 году. Сейчас многие прокремлевские политологи, журналисты, всегда, когда дело доходит и вопрос доходит о признании Чеченской Республики Ичкерия, они сразу начинают, что нет, это в Госдуме не было ратифицировано. А хотя это уже не имеет особого значения, поскольку в августе того же года было подписано Хасавюрское соглашение. Чуть позже в Баку трехсторонняя встреча была Российской Федерации, Чеченской Республики Ичкерия, Азербайджанской Республики. Многие силовые структуры, Министерства юстиции, внутренних дел, плюс межбанковские были подписаны документы, исходя из которого эти три государства должны были взаимодействовать между собой как равноправные государства.
И думаю, что то же самое, они вот эту лазейку как бы оставляют для того, чтобы не ратифицируют, для того, чтобы там какие-то ходы делать, какие-то, в общем, манипуляции делать с этим. Лачин, вот отличие вот от того момента, о котором я говорю, уголовный суд не был ратифицирован, а наш документ, договор о мире, он и не предусматривал ратификацию парламентом. Там были эти моменты оговорены, что он вступает в силу, и оба документа, которые были составлены и на русском языке, и на чеченском языке, имеют одинаковую юридическую силу. И с этого момента этот договор вступил в силу. И подтверждением этому является именно то, о чем вы говорите, когда мы подписали трехстороннее соглашение Азербайджан, Россия и Чеченская Республика Ичкерия как равнозначные субъекты по данному вопросу о транспортировке бакинской нефти через Чечню на российский терминал. И этим же, извиняюсь, этим же фактически Азербайджан тоже и де юре, де факто признал независимость. Де юре и де факто признали нашу независимость. Да. Абсолютно. Абсолютно точно. И поэтому вот эти вопросы уже были как бы абсолютно без каких-либо мест для манипуляции. Это было признание. И России, и Азербайджан. Это те факты, которые мы с вами в любом случае помним. Я в любом случае участвовал и в подписании договора о мире, и я участвовал в подписании трехстороннем соглашении в городе Баку. Как раз мы встречали, это происходило в резиденции вашего покойного президента Алиева. Гайдара Алиева. То есть, я о чем говорю, я почему говорю, и возвращаясь к нашей теме, Россия не ратифицировала уголовный суд и продолжала войну, продолжала убивать чеченцев. А в последующем, когда уже мы в 2017 году мы подали в Гаагу международный трибунал против России, против Путина, и с этого момента Путин уже даже отозвал свою подпись. То есть, с этого момента этот суд уже не распространяется на Россию. Юрисдикция этого суда не распространяется. И мы понимали, что это может произойти. Еще там, перед Гаагским судом, я во время своего выступления сказал, что вот мы пройдем этот этап, и следующий этап, это будет учреждение национального трибунала по этим военным преступлениям. Это соответствует, опять-таки, принципам и нормам международного права. Мы имеем право учреждать этот трибунал. И теперь сама работа этого трибунала в чем будет заключаться? Да? Если бы мы находились бы в оккупированной сегодня Чечне официально, мы не могли бы этим заниматься. Но находясь на Западе, в Европе, наши люди, которые... И у нас есть и люди, которые работают и дома. У нас уже достаточно материалов, которые мы можем начать процесс, выносить судебные решения по этим преступлениям. Просто один общеизвестный факт приведу, чтобы не подвергать риску тех, которые работают в Чечне, собирая эти материалы. Я скажу только о тех материалах, которые были рассмотрены в Страсбургском суде. Чеченские дела и чеченские вопросы. Это однозначно все дела, которые были рассмотрены там, это преступления, это дела по военным преступлениям. Хотя сегодня Страсбургский суд квалифицирует их как нарушение прав человека и говорят о выплачивании, о возмещении компенсации и ущерба. Но наш суд и мы, естественно, переквалифицируем эти дела, как в соответствии с принципами и нормами международного права мы квалифицируем эти дела как военные преступления. И помимо этого есть очень много дел, которые... И естественно, очень многие жертвы вот этой войны, они сегодня находятся в Европе. Они находятся в безопасности от посягательств или от угроз со стороны Кадырова и российских спецслужб. Поэтому учреждение этого трибунала это имеет историческое значение для чеченцев. И мы определили с председателем, я в принципе поручил им заниматься 3 этапа. Преступления, совершенные царской Россией против чеченского народа. Преступления, совершенные советской Россией против чеченского народа. Это царская Россия, это вот то, что общеизвестный факт. Это сожженное село Дади-Юр до основания.
Советская это депортация и сожженные люди в Хайбахе. Да, только Хайбах, вы знаете, Ахмед, я извиняюсь, перебью вас. Значит, о хатынской трагедии весь мир говорит, поскольку иногда эти двойные стандарты немножко, я лично возмущаюсь от этого. Но Хайбах это большая трагедия. Вот примерно 700 женщин, детей, стариков под руководством Гвишияни по приказу Сталина живьем подожгли в конюшне. И очень большому сожалению, многие, даже не то что весь мир, многие наши постсоветских странах, многие люди вообще об этой трагедии не знают. И это тоже как бы несправедливо, поскольку это по масштабу один из самых таких трагических событий и против человечества. Это большое преступление. Вот, и хотя в то время чеченцы, которые воевали против фашистской Германии, они домой отправляли письма, и там получали ответ, что не существует больше такой жилой массив, ну деревни, скажем. Такого адреса нет, Такого адреса нет, да. Это вообще никак не входит ни в какие там рамки, поскольку с одной стороны чеченцы, которые из этих деревни воевали против фашизма, за Советский Союз, а с другой стороны это же красный террор, в то же время параллельно уничтожали их семьи, детей, женщин, стариков и населенные пункты. Лачин, вот второй этап советская, это вот о чем вы говорите сейчас, это Хайбах. Третий современная Россия. Два этапа возьмем. Первая военная кампания это Самашки, абсолютно общеизвестный миру факт совершения военных преступлений. Вторая военная кампания, я просто перечисляю эпизоды из этих всех кошмаров. Второй общеизвестный факт это Алды, поселок Алды, 2000 год, где российские войска, российская военщина совершили военные преступления. И эти преступления не имеют срока давности. Вот мы определили, поставили задачу перед трибуналом рассматривать эти вопросы в три этапа. Царская Россия, Советская Россия и сегодняшняя путинская Россия, которая совершила вот эти преступления. И я уверен в том, что это наши потомки, последователи, они оценят вот факт учреждения этого. Сегодня очень много скептиков, которые выступают, пытаются как бы уничижительно высказываться об этом явлении. Это явление, когда чеченцы впервые за все время существования, сосуществования или же период тех преступлений, которые Россия совершала против чеченцев и против чеченского народа, впервые учредили вот такой национальный трибунал, который охватывает все процессы, которые шли на Кавказе, связанные с Россией, с российской политикой на истребление чеченцев как нацию, покорить или истребить. Вот этот принцип извечно использовался Россией, начиная с царской России, кончая с сегодняшней путинской Россией. И поэтому все эти моменты, о которых мы с вами говорили, сохраняется преемственность на истребление чеченцев и чеченского народа от Павла Пестеля до Путина. Павел Пестель, когда писал конституцию, российскую демократическую конституцию, человек, который выступал против крепостного права и вместе с декабристами был повешен, он в той конституции, которую они определяли, демократическая конституция для России, там четко было прописано, что сделать и как поступить с чеченцами. Это вопрос. Там просто четко прописано. Я почему говорю от Пестеля до Сталина, от Сталина до Путина. Это не мой вымысел, это исторические факты. Пестель написал, как нужно поступать с чеченцами. Буйных, мирных расселить по всей России, буйных уничтожить. Принцип, который применялся, это истребить, покорить или истребить. Вот этот принцип, который тогда начал реализовывать царская Россия, чеченцы были депортированы и в Сибири, и в Турцию были депортированы, и в Иорданию. Первая депортация еще в те годы. При царизме это пошло. В последующем советская Сталин
просто скопировал то, о чем положил Пестель еще в те годы. Он расселил по Советскому Союзу и заселил Чечню другими народностями. И сказал, что это вечно цветущий, благоухающий российский край. И что Путин сделал? Почему от Сталина к Путину? Я просто хочу напомнить, может вы следили, когда началась вторая военная кампания, на телевидении НТВ были приглашены 4 премьер-министра. Я об этом и раньше говорил. Ну, я думаю, не лишним будет и повторить и сейчас. Конечно. Это 4 премьер-министра: Черномырдин, Кириенко, Примаков и Степашин. Это те 4 премьер-министра, которые были до Путина, пока его не объявили преемником. Да. И выступая на передаче НТВ, Черномырдин сказал: нельзя критиковать Путина и российские военные Путина за то, что он делает в Чечне. А в Чечне уже шла война. Он буквально выразился так: Путин пытается делать то, что не удалось сделать Сталину. Вот эта связь, да, Пестель, Сталин и Путин. То есть, если Сталину удалось убить 50% населения, ну, и Черномырдин, премьер-министр, демократ российский, душа человек, он считал, что Сталин тогда не до конца реализовал вопрос по решению чеченского вопроса, решению чеченской проблемы, окончательное решение чеченского вопроса. А Ельцин на самом деле публично заявил, когда представлял Путина, сказав, что вот это Владимир Владимирович Путин, это окончательное решение чеченского вопроса. То есть окончательного решения чеченского вопроса, иншаллах, не получилось. Чеченский народ выжил. Сегодня, да, в Европе находится более 350 тысяч чеченцев. Здесь каждый год рождается 15-20 тысяч чеченских детей. Сегодня чеченская нация больше 50% говорит на нескольких языках мира. На нескольких языках мира. И молодежь, извиняюсь, и молодежь с высшим образованием в самых ведущих европейских вузах. Абсолютно. Мы имеем очень мощный потенциал сегодня вот здесь. И поэтому окончательного чеченского вопроса, решения чеченского вопроса ни у царской России, ни у советской России, ни у сегодняшней путинской России не получилось. А для того, чтобы положить конец вот этим постоянным посягательством права на жизнь чеченцев со стороны России, нужен был институт, который даст политическую, правовую, юридическую оценку всем этим процессам и событиям. И вот для этого нужен был национальный трибунал. И с этого момента этот трибунал начнет свою работу. И я уверен в том, что через какое-то время, определенное время, и чеченцы, и весь мир узнает, насколько правильными были наши действия сегодня, учреждая этот трибунал и привлекая к этой работе чеченцев, и молодых, и пожилых, и людей, которые знают эту систему. Председатель этого трибунала, которого мы назначили, он знает историю царскую, он работал в советской системе юриспруденции. Кстати, я об этом хотел говорить. Ивхан Гериханов, наш общий друг и мой большой друг, и если не ошибаюсь, он один из авторов Конституции Чеченской Республики Ичкерия, генерал юстиции. Да, он один из авторов, он бывший председатель Конституционного суда. В принципе, я считаю, он эту систему знает изнутри и очень квалифицированно подойдет, разбивая по этапам эти процессы и давая квалифицированную оценку всем этим процессам. Я в этом уверен. Ахмед, я в связи с этим и вас поздравляю, и в том числе и нашего друга господина Гериханова, и в то же время всех ичкерийцев. И теперь, если позволите, у меня есть и такой вопрос. Недавно в сети появилось видео Рамзана Кадырова о том, что, значит, «Новая газета» опубликовал статьи, которые касаются прямо данной Чеченской Республики, который находится в оккупации, Кадырова и его полка имени Ахмад Кадырова.
И он, как бы, я посмотрел на это видео, однажды я об этом написал и еще раз комментировал, со свои комментарии опубликовал на своем Facebook аккаунте. Значит, там он имеет в виду, вот примерно он так высказывает, что если это новая газета, которую курирует ФСБ, остановите это, тем более в такой период, важный период для нашего государства, он имеет в виду Кремль, Россию. Или если вы не сможете, один из нас возьмет на себя ответственность и сядет в тюрьму, грубо говоря, примерно так. Мне почему-то показалось, что это бунт в корабле. Уже или первые признаки бунта в корабле, поскольку я так вижу это событие, что рано или поздно или Путин против Рамзана, или Рамзан против Путина пойдут, а не против друг друга. Как вы оцениваете вообще всю эту происходящую, эту ситуацию? Так, значит, вот я просто конкретно скажу вот по тому вашему вопросу. Или. Вот Кадыров против Путина никогда не пойдет. А если почувствуешь, что уже Путин конкретно ослаб, уже момент как бы нажать на спусковой крючок, чтобы себя как бы оправдать. Например, я предполагаю, что он, если наступит такой момент, он скажет, что как в шиизме есть, я делал такия, я в общем специально играл, я защищал свой народ, вот давайте, братья, объединимся под этим нашим флагом, с волком и освободим нашу республику. Возможен такой исход событий, как вы думаете? Так, я с большим уважением отношусь к вашему мнению, я в принципе читал, где-то вы высказывались по этому поводу, я допускаю, вот ваша версия, она имеет право быть. Но у меня немного другое отношение и другое видение этого всего. Во-первых, он никогда не пойдет, если просто даже Путин мертвый будет где-то лежать, но в Кремле. Пока он лежит в Кремле, Рамзан Кадыров никогда против него не пойдет. А вот Путин в удобное, в нужное, где, когда будет иметь это политическое значение, Путин может сдать Кадыров. Это я допускаю. Потому что у них, в принципе, у чекистов исконно это так и ведется. Да. Это же не первый раз, когда они своих сторонников или расстреливали, или депортировали, или сажали, или просто взрывали, да? Обвиняли их или отправляли в Сибирь. Это их методы работы. Они используют до определенного времени тот или другой субъект, а он повяз в грехах, повяз в крови, повяз во всех этих возможных преступлениях, и от него, чтобы концы в воду, от него нужно избавиться. Избавиться можно, у чекистов есть принцип, нет человека, нет проблем. Да? Вот это я допускаю, что по отношению к Рамзану это произойдет. Но на сегодняшний день, что связывает Чечню с Россией, это единственная связь Кадырова и отношение Кадырова к Путину. Ничего другого, другое ничего не связано ни с Чечней, ни между Чечней и Россией. Нету никаких других отношений. В природе взаимоотношений России и Чечни юридический документ, который существует, это договор о мире, подписанный Масхадовым и Ельциным. Путин односторонне денонсировал этот договор и заключил сделку, воровскую сделку с бандитом, с Кадыровым, убив его отца. Потому что отец был более-менее грамотный, и у него были какие-то другие видения по Чечне, по ситуации в Чечне. И это ни Путина и ни его окружение, эта позиция Кадырова не устраивала. Но они увидели в этом щенке то, что этот человек может пойти и принять их игру так, как они ему предлагают. И Кадыров это и принял. И он начал совершать преступления против чеченцев. Он практически стал палачом чеченского народа. Да, вот как бы мосты, к большому сожалению, он сжег мосты, Кадыров. Еще в 2008-2009 году, еще ранее в 2006 году Масхадов еще при жизни сделал обращение ко всем тем, кто были вокруг окружения Кадырова и Кадырова-младшего. Давайте мы сегодня положим конец, мы объединимся и положим конец этой войне.
Вот тогда этот шанс работал бы, если бы они сказали, да, мы до 2004 года мы играли, нам нужно было сохраниться, но нам надо было укрепиться, и мы теперь выступаем единым фронтом. В 2008-2009 году это тоже было реально, это уже я им предлагал такой вариант. Но сегодня уже, спустя 11 лет после чего, и они уже совершили абсолютно, просто ничем не оправдываемые и неоправдаемые преступления. Вот то, что они посягали уже на детей, вот то, о чем пишет «Новая газета», это факты. Они просто уничтожили детей бывших бойцов сопротивления, которые выросли, которым исполнилось 17-18 лет. Они совершили массовое убийство. И это сделано по прямому указанию Рамзана Кадырова. Конечно, никогда в жизни он не уйдет от этой ответственности. Если даже он скажет, что он готов съесть Путина, даже в этом случае чеченский народ ему не простит то, что он сделал. Естественно, да. А для политических там каких-то манипуляций и моментов, Лашин, дорогой, не переживайте. Эту ситуацию мы уже проходили, бытность Советского Союза. Когда чеченцы провозгласили и стали на путь независимости, в Чечне были структуры Министерства внутренних дел, КГБ, суды, Генпрокуратуры, все силовые структуры, они были и они функционировали. Но однако, как только пошло послабление в центре, все эти структуры заняли позицию чеченского народа. В то время мотивация этих людей, это была депортация, 1944 год, 50% убитых. А вот сегодняшняя мотивация, или в будущем у чеченцев мотивация, она намного сильнее, чем была та мотивация. Естественно, согласен. Потому что сегодня, допустим, мы депортацию помнили и знали только по рассказам наших старших. Да. А сегодня те, кто работает в этих структурах, они выросли под этими российскими бомбами. Да. И, конечно, они никогда это не забудут. Нет в Чечне ни одной семьи, которая не пострадала в результате этой войны и политики Путина. И, естественно, если говорить о Завгаеве и тогдашний Завгаев, да, который стоял во главе Чеченской Республики, год до этого весь чеченский народ, ингушский чеченский народ праздновали это событие, что первым человеком, первым руководителем впервые после депортации стал чеченец. И буквально через год что произошло? Вот Хайбах, депортация, вот все, что чеченцы пережили по вине советской системы, вот вся эта злость вылилась на Завгаева. Потому что он представлял тогда эту структуру, он был партноменклатурой. Представлял центр. Представлял центр. А сегодня вот этот моральный урод, я его не считаю ни политиком, ни оппонентом, это моральный урод. Человек, который предал свой народ, своего отца, свою семью. Ну, семью он считает, что он их как бы облагоденствовал. Но посмотрим, какая будет тяжелейшая и жесточайшая расплата за это облагоденствование сегодняшнее, что они испытывают. И поэтому я считаю, что никакого прощения Кадырову ни при каком раскладе не может быть и не будет. Естественно. И, кстати, я сейчас очень такой тонкий момент есть, я это хочу с вами обсудить. Вот во время вашего, сейчас, когда вы комментировали, вы говорите о том, что Россия отозвал свой подпись от этого соглашения Международного уголовного суда Гаагского трибунала. И недавно, вот буквально на днях, я по российскому каналу РТ, значит, программа с Антоном Красовским, там был гость, бывший министр национальной безопасности Грузии Валериан Хубурдзания, генерал-лейтенант, который, как и Игорь Георгадзе, является самым надежным человеком Кремля. Он был последним министром во время революции Роз, он был руководил Министерством национальной безопасности где-то 40-45 дней и был
во время правления Саакашвили министром национальной безопасности Грузии. Во время своего выступления, вообще-то у них как бы тема была, главная тема о том, что недавно из Тбилиси выгнали, так грубо если сказать, Познера, который туда летел чартерным рейсом, чтобы справлять свой день рождения. И потом постепенно они перешли на основную тему. Знаете, вот иногда бывает, что Путин кое-какие месседжи свои, кое-какие свои послания передает какие-то через Жириновского, которого многие назвать пьяным Путиным. Или, например, по поводу Кавказа передает через своих надежных наместников, которые являются на Кавказе. И этот бывший министр Батона Валерьян, значит, он такую вещь сказал, что они начали обсуждать абхазскую проблему и плюс Осетию. И он там так примерно высказался, что я считаю, что позиция России неправильная по отношению к Абхазии, Осетии, тем более Россия, являясь федерацией, поддерживает сепаратизм. А тогда уже журналист спрашивает, а каким вы видите выход из этой ситуации? Тогда он примерно так это прокомментировал, что я считаю, что будет правильно, если Россия отзовет назад свое признание этих субъектов Грузии и договориться с местным населением, чтобы они вернулись в состав Грузии. Не кажется ли вам, что это как бы попытка Путина уже начинать сформировать такое мнение у Грузии, у россиян? И плюс он бы чувствует, как бы, что его в скором времени ожидает, что Россию ожидает, как бы он хочет постепенно уже отказаться от своих этих амбиций, связанных с Абхазией и с Южной Осетией. Так, Лачин, мое мнение, пока будет существовать сегодняшняя Россия, независимо, кто будет во главе этого государства, ситуация ни с Крымом, ни с Абхазией, с Южной Осетией, ни с Донецком не изменится. Это не позиция и не решение, и не подход одного Путина. Это, в общем, позиция и подход великодержавного шовинизма российского, русизма. Да. Это основной подпитчик, это основная подпитка путинского режима. Вот этот русизм и великодержавный шовинизм. Поэтому ни Путин, ни его преемник никогда не пересмотрят вопросы, связанные с Крымом, с Симферополем, с Абхазией, с Южной Осетией. Это их государственный подход сегодня. Но ситуация изменится, безусловно. Если вы, я хочу напомнить, что произошло с СССР. Как только началась какая-то так называемая перестройка, настроения изменились в Грузии, в Прибалтийских республиках. И в этой ситуации самым правильным для себя тогдашняя КГБ решила, что трансформация СССР в другое государственное образование может продлить существование самого государства на какие-то десятки лет вперед. И вот с таким расчетом и был запущен механизм перестройки и создания нового, подписания нового союзного договора, который готовился подписываться 21 августа. Но он не состоялся из-за путча. И в то же время, хотя путч провалился, но в 1992 году Россия, вернее Советский Союз трансформировалась. СССР же не распал, Лачин. Да. СССР трансформировалась в другое государственное образование, СНГ. Тогда один этап, первый этап, который хотел сделать Горбачев, он провалился. Он видел проект, как бы вот это, с вовлечением в это новое союзное государство новых субъектов равнозначных. Это автономные республики должны были, повысили статус, и они должны были войти в это союзное государство как полноправные члены. То есть Чечено-Ингушская республика в то время, делегация находилась в Москве для подписания этого наравне с Россией, с Грузией, с Украиной и с другими союзными республиками. И даже прибалтийские республики тогда присутствовали там. Но этот вариант прервался.
в последующем уже, ну, кстати, почему это произошло, на самом деле Дмитрий Муратов очень четко сказал, что Павлов, Пуга и все эти люди, которые возглавили ГКЧП, они это сделали, потому что они поняли, при новом раскладе их не будет в этой системе. Да. И они решили это предотвратить. То есть был лично просто чисто шкурный интерес. Но из-за этого, той ошибки, которую они совершили, из-за личного, они потеряли на самом деле 3 прибалтийские республики сразу. Потому что они отошли. Грузия, им удалось Грузию насильно вернуть в состав СНГ на определенное время. То есть я имею в виду, тогда то, что произошло, это была попытка продлить существование. И сегодняшняя Россия, она не распадется. Я не допускаю распад России. Но то, что она трансформируется в какое-то другое государственное образование, в этом у меня нет сомнений. И для этого Путин все подготовил. То есть Россия разделена, если она до Путина представляла 86 субъектов, то сегодня она представляет 9 субъектов. 9 субъектов могут разойтись и создать какое-то новое государственное образование. 86, конечно, это было для такой державы, где сосредоточены ядерные, химические, бактериологические и другие вооружения, это было бы немыслимо для контроля внешнего мира. Внешний мир не мог бы контролировать эту ситуацию, если бы она разошлась бы по таким маленьким субъектам. А вот когда это расходится по 9 субъектам, это вполне контролируемая ситуация. И вот к этой ситуации готовятся и Россия, и все сегодняшние, те, кто находится во главе сегодняшней России. То есть вот этот сам режим, он и приведет к переобразованию, к трансформации существующего государства. И в этой ситуации, конечно, многие вопросы и на Кавказе, и с субъектами, с такими созданными международными субъектами, если их можно так назвать, Абхазия, там, Южная Осетия, это и не субъекты, кроме признания России, там, в принципе, их никто и не признал. Поэтому какие-то изменения произойдут. Ну, посмотрим. Знаете, осталось недолго ждать. Ахмад, я элементарно, если всегда говорят, что черт прячется в деталях, да? Если посмотрим, например, Абхазия, Гагра, там, Сухуми, это можно сказать, что руина. Там после 90-х годов ни одного кирпича на кирпич не поставили, никакого там нет капиталовложения. Но считаю, что Россия не видит будущего и понимает, что рано или поздно это все придется вернуть Грузии. И поскольку оттуда было насильно вынуждены были покинуть Абхазию около 250 грузин, 250 тысяч грузин, которые, если не ошибаюсь, жили там. И то, что сейчас вы говорите, сейчас будет трансформация. Была царская Россия, потом советская, потом в кавычках демократическая Россия, который начал военную кампанию, войну против чеченского народа. И кроме ядерного оружия, почти все, что в своем арсенале имеет, пробовали, как вы испытали в Чечне. И кассетные бомбы, там всякие эти запрещенные оружия. И сущность этого Кремля, это она представляет из себя НКВД, КГБ, ОПГ. И в данный момент это организованная преступная группировка, этой тройкой возглавляет Владимир Путин. А эта новая трансформация, каким вы это видите? Это будет с этим Путиным, КГБшным палачом, или без него будет какая-то, скажем, более демократичная? Я думаю, это будет совершенно другое государственное образование, потому что это будет, я не знаю, как это оформится, в форме конфедерации, ассоциации. Если даже это будет форма федерации, сегодняшняя российская так называемая федерация, это никакого федерализма в
в этом государстве нет. Это унитарное государство. Если даже на какой-то определенном этапе создастся новая федерация из этих 9 субъектов, я считаю, что это будет очень большой прорыв и прогресс. И вот точно так же, как клуб СНГ в свое время, да, он просуществовал 25-26 лет. До тех пор, пока вот эти республики, которые входили в это СНГ, не определились, да, кто под Китай, с Китаем, кто с Западом, кто с Россией, кто с Европой. То есть они безболезненно и без каких-то очень мощных эксцессов им удалось обеспечить и обозначить свое будущее. То же самое произойдет вот с этим новым субъектом, с теми субъектами, которые трансформируются после России, да, как создадут новое государство. И я считаю, что это будет на пользу и русским, и всему миру. И этот процесс, он должен будет идти, ну, сколько бы он времени не занял, но он будет играть уже позитивную роль и в международных делах, и в самом вот постсоветском пространстве. Потому что все вздохнут спокойно. И вот все эти субъекты, вновь созданные субъекты, они начнут жить для себя. И не будут мешать жить другим. А то, что сегодня Россия делает, они сами не живут и другим не дают. Вот эта территория и вот население, которое заселяет эту территорию, от этого они избавятся. И я считаю, что это будет положительный момент для всех. И для них самих, и для соседей, и для всего международного сообщества. Вот мы с вами обсуждали, вот неоднократно вы говорили, это что поставить точку на чеченский вопрос. Я так считаю, что конкретно решение чеченского вопроса, вопрос Чеченской Республики Ичкерия, состоит из того, что рано или поздно Россия будет выполнять те обязательства, которые они подписали, да, вот этот договор 19 мая 1997 года, и дальше будут это, ну, так скажем, признавать независимость Чеченской Республики Ичкерия и отказаться от своих амбиций. Это естественно. Вот во время этой трансформации, вот как примерно, вот я так понимаю, что это будет примерно так. Вы таким видите или у вас есть какие-то другие видения? Знаете, я не хочу до конца раскрывать свое видение этой проблемы, чтобы раньше времени не создавать проблему для решения этой проблемы. Просто я сейчас обозначу, что вот в этом новом трансформированном государственном субъектом ВОЗа станет 8-й федеральный округ. Это Северокавказский, он является 8-м. Туда входят вот эти регионы, которые входят туда. Я считаю, что на какой-то принципиальной конфедеративной основе оно может стать одним из субъектов. А какая форма конфедеративная, какие ассоциированные и другие, это вопрос открытый для этих субъектов. Пока административных, в последующем, может быть, это будут какие-то государственные, национальные образования. Но то, что мы на Кавказе и люди, которые проживают на Кавказе, могут найти консенсус для сосуществования или же для создания единого государственного образования, у меня в этом нет сомнений. Как только Россия перестанет вмешиваться во внутрикавказские дела, кавказцы разберутся абсолютно спокойно. Без проблем, да. Без проблем и создадут очень мощное государство и государственное образование. Или несколько государственных образований, в чем я не сомневаюсь. Да, вот я напомню зрителям, вот в прошлом выпуске нашего прошлой передачи у нас во время беседы с уважаемым Ахмед Закаевым мы обсуждали вопрос о создании Единого Кавказа, поскольку в 1992 году президент Грузии Зият Гамсахурдия, Джохар Дудаев, президент Чеченской Республики Ичкерия, президент Азербайджана Абельфазиль Чубаев в Грозном подписали коммюнике о создании Кавказского дома. И где-то я думаю, что это тоже послужило такой жесткой агрессией России против Чеченской Республики, поскольку для этой НКВД, ККБ, ОПГ потерять Кавказ это почти равно, как сказать, суициду. И
Уже этот процесс давно уже начался. Фактически Россия потеряла Грузию, уже теряет самого своего близкого союзника Армению во главе с Пашиняном. И с Азербайджаном тоже поступил нечестно, несправедливо, неблагородно, поскольку, с одной стороны, вводит своих туда миротворцев, которых и миротворцев я называю миротворцами. И с другой стороны, уже сейчас стало известно, что по городу Шуша были сброшены 2 Искандера-М, которые запрещены вообще давать каким-либо другим третьим государствам, чтобы у них в арсенале это был. И плюс без разрешения, без согласования с Кремлем эти комплексы невозможно использовать. Ни одна страна не имеет права использовать эти без согласования с Кремлем. И я считаю, что это будет, Ахмед, уважаемый Ахмед, и я верю в это, и лично я, и призываю всех кавказцев, чтобы наша главная цель должна быть это. Будущее Кавказа, счастливое будущее Кавказа и достойная жизнь, которого все кавказцы заслуживают, я вижу лично только в этом. И, дорогой Ахмад, я еще хотел, чтобы мы сегодня затронули в данный момент весь мир очень следит за этими событиями, которые сейчас происходят на границе России и Украины. Многие политологи дают такой прогноз, что война будет между Украиной и Россией. И есть какая-то часть политологов, в общем, аналитиков, что они утверждают обратно, что этого не будет. Как вы считаете, война неизбежна или есть какие-то шансы, чтобы избегать этой войны между Украиной и Россией? Так, Лачин, война идет. Она не начнется, она началась в 2014 году, да. И по сей день эта война... Ну, перемирие, скажем, это перемирие. Я имею в виду, но какой-то новой эскалации военных действий со стороны России, я не считаю, что это реально. Потому что на сегодняшний день начать военное противостояние не с Украиной уже, а с НАТО у России никаких шансов нет. И они никогда на это не пойдут. Если даже открыто за Россию, за Украину не ступятся натовские войска, но все и Европейский Союз, который всецело поддерживает позицию Украины, и Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают позицию Украины и территориальную целостность Украины, о чем они публично заявляют, это и есть НАТО. Правильно? Потому что и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты. И поэтому, если даже они публично, как бы официально не втянутся в войну, руководствуясь какой-то статьей, там, 5, как у НАТО принято по уставу, а Украина это не член НАТО, и поэтому прибегнуть к этой статье они не могут. Но у Европейского Союза и у Соединенных Штатов Америки есть союзнические соглашения с этим государством, и они могут вступить в защиту этого государства, что они непременно и сделают, если Путин начнет какие-то военные действия. И я не думаю, что он это начнет, а вот то, что они начнут шантажировать, об этом мы говорили, не просто шантажировать, а шантажировать ядерным оружием. Ничего в арсенале у Путина и существующего режима нет, кроме вот этого шантажа. Они будут шантажировать весь мир. И Украину, и весь мир своим ядерным арсеналом. О чем они сегодня публично заявляют. Если мы проведем какой-то в мировом океане, в нейтральном месте, демонстрационный ядерный удар, это будет показателем нашей решимости нанести превентивный ядерный удар. Это они обсуждают открыто по телевидению. Это идет шантаж всего международного сообщества. Вот вопрос в другом. Поведутся Соединенные Штаты и Европейский Союз на этот шантаж? Это вопрос уже к этим руководителям. Если они поведутся на это, я считаю, они совершат большую ошибку. И с этого времени они будут являться заложниками российской политики в международных делах.
Если они пойдут. Но если они дадут четко понять России, если они проведут один демонстрационный удар в каком-то мировом океане, Соединенным Штатам Америки надо провести 3 таких удара. Где-то поближе к Арктике. И вот это будет показателем того, что им не дадут безнаказанно творить то, что они хотят с соседними государствами. Я не думаю, что Путин сегодня готов на ядерную войну. Тот капитал, который они накопили здесь на Западе, та недвижимость, которую они закупили здесь на Западе, и их дети, их внуки, они давно уже поменяли фамилии и живут здесь на Западе. Получили. И, конечно, ни Шойгу, ни Путин, никто из них не пойдет на этот удар. А вот шантажировать и испытывать насколько сильны их противники, они это будут делать. Дело в том, что Путин не сильный. Просто дело в том, что западных политиков, похожих хотя бы на Маргарет Тэтчер и Рейгана, пока нет. Но как только появится, я думаю, что Байден, в принципе, он с самого начала заявил о своей позиции, что он не пойдет ни на какие, что он не позволит русским какие-либо игры с Украиной, что у них очень четкая, открытая позиция, что они не дадут и не предадут Украину. Я думаю, это и есть ответ и Путину, и Соловьеву, и всем тем, кто пытается шантажировать их ядерным арсеналом. Знаете, вот я так элементарно вот пример хочу приводить. Вот военная мощь, вот этот миф, военная мощь, сила России, весь мир увидел во время Карабахской войны, поскольку весь этот хлам, этот металлолом мы в Азербайджане 10 декабря во время Парада Победы продемонстрировали всему миру, что вот вся сущность российского там хлама, вот эти танки, или не знаю, там С-400, С-300, один Байрактар, один турецкий Байрактар или израильский Хароб показал, что насколько они сильны. И насколько я знаю, уже в вооружении Украины есть турецкие Байрактары, беспилотники. И помимо этого, вот эти ракетные комплексы, которые забросали обстреляли Шушу, один совсем не взорвался, а другой, как Пашинян вот смешно так утвердил это, что на 10%. И даже это ядерные боеголовки, ядерные ракеты у России тоже нет гарантии, что они такие же металлоломы, такие же, в общем, как пень. И в лесу вот это гнилые пени, да, бывает, это не это пень. Так что, думаю, Россия не будет рисковать, поскольку он знает, что вот это может привести к началу конца России. И элементарно вот то, что они сейчас там не создавали на границе, там они передислоцируют туда военные там технику, тяжелую бронетехнику, но у них там пока что не видно военных госпиталей. И вы лучше меня эти вопросы знаете, поскольку... Абсолютно, да, Лачин, дорогой. поскольку у вас практика, вы воевали с этой страной. Я считаю, что это маневры, это попытка каким-то образом... Что произошло? Попытка снова, чтобы обратили внимание на Путина. Да. А чтобы его начали уговаривать, не начиная войну. Да. И всего лишь, абсолютно, никакую военную эскалацию, никакой военной эскалации не будет. Ничего нового там не произойдет. Поэтому я как бы спокоен за это, в этом вопросе. И вы сами ответили. То, что произошло в Карабахе, это очень, очень показательно. То, насколько Россия готова и какие у нее возможности для современных войн. Естественно. Уважаемый Ахмат, я выражаю искреннюю благодарность вам за то, что уделили время нашему каналу и нашим зрителям. Огромное вам спасибо. И надеюсь, что мы с вами в ближайшем будущем еще раз продолжим. Я признателен вам. Я вам благодарю от своего имени, от имени подписчиков и зрителей моего канала. Большое спасибо вам. Всего доброго, очень. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я желаю вам всем удачи.
Спасибо большое. Дорогие зрители, огромное спасибо всем, кто уделяет время нашему каналу, ставит лайки и делится нашими программами в социальных сетях. Огромное всем вам спасибо. До следующих встреч.